Я Мартин, вратарь. Влад, левый защитник. Никита, центральный нападающий. Знаете, да, вот правила меняются, ну, то есть они вот поменялись. То есть потому что раньше нельзя было в коробке принимать мяч, к примеру. Если бы вы бы могли бы поменять правила в футболе, какие бы вы изменили бы правила? А скажите, у вас какая-нибудь футбольная мечта есть? Так, ну... Иди, Вы в одно касание играете, в два касания? Ну, в квадрат когда? А что лучше, забить один гол или отдать 3 голевых паса? Вот представьте, ваша команда, вот ваша, против вот кого? руками вообще нельзя играть. Ну, всем он играть, кроме рук и Давид де Геа, отлично. Неймар. Неймар. Пуйоль? Пуйоль. Вау, ничего себе так. Томас Мюллер. Томас Мюллер. Ух ты. Я 25. МБП. Мбаппе. Итак, Мартин, скажи мне, за что ты любишь футбол вообще в общем? Мне нравится видеться с друзьями, и мне нравится играть в мяч. Не променяешь футбол ни на что? Пока что нет. Пока что нет. Окей, а ты? Я люблю футбол за яркие эмоции. За яркие эмоции, которые тебе футбол дарит. Никакой другой вид спорта тебе не дарит столько эмоций. Там какие-то не такие яркие эмоции. Ну, баскетбол не то, да. Волейбол там тоже. А у тебя как с этим? Мне нравится футбол из-за того, что нужно разнообразировать, чтобы быть интереснее, быть разнообразнее, ярче, да. То есть футбол делает тебя более разнообразным человеком? Окей. Назовите мне ваших футбольных кумиров. Но давайте Месси и Роналду мы оставим как бы за скобками. Так, окей. Да, вот давайте как бы попробуем без них. Сейчас немножко новая эра начинается. Ну, естественно, у вратаря будет Нойер, да? Ну, естественно. Так. Де Брюне. Кевин Де Брюне, да? Из Манчестер Сити, бельгиец, который. Так. Тоже Де Брюне. Хорошо. А скажите, с кем бы из топ-футболистов, ну, которых вы видите, ну, вот на телеке там или где-то, вы бы хотели бы встретиться в реальной жизни? И давайте сделаем так, чтобы было еще интереснее, кроме тех, кого вы сейчас... То есть Нойер и... Кроме Нойера и Де Брюне, с кем бы вы хотели бы встретиться? И поговорить. Да, это может быть иностранец, у вас может быть переводчик, вы, ну, можете спокойно там общаться. Два человека можно? Вы можете сколько угодно назвать. Как? Агуэро. Агуэро. Так. Ну, ты пока думай, у тебя двое, да, есть? Давай. Кто? Это Зидан и Лионель Месси. О, Зидан. А, нет, еще Рональдиньо. Ничего себе. Интересный, экзотический такой выбор. Так, а у тебя? Пеле и Марадона? все. С Пеле хотел бы. Так. Давайте немного про вашу конкретную команду. Что бы вы посоветовали своему тренеру? Не переживайте, вы можете говорить все, что угодно, он этого не увидит. Ну, честно, вот, ну, чтобы вы... Фантастических тренировок. Больше фантастических тренировок, да? То есть тренировки сейчас недостаточно фантастические? Хочется больше фантастики на тренировках? Что еще? Хотите больше физухи, да? Чтобы вас больше гоняли? Гуськом ходите? Да, вот, чуть побольше физики. Не хватает на играх, Да, а? бегать. Бегать. А вы в основном приходите и играете? Нет, у нас в основном, да, передача. То есть вас учат играть в комбинационный футбол? И насчет техники. Так, чтобы прибавилось. Ну, как бы тренировки по техникам. Я вам могу сказать по своему опыту, это все приходит только с возрастом, со временем. Где-то года через 2, через 3 вы все будете на очень хорошем уровне. Ну и давайте финальный вопрос. Как вы думаете, что для вас, как вы думаете, вот в этом чемпионате
За счет чего вы именно смогли победить не просто как бы не по своему возрасту, а на год старше? Как заметил ваш тренер, это очень редкое явление, чтобы команда выиграла у тех, кто на год, тех, кто на год старше. А? Нет, как вы думаете, за счет чего? То есть, какое вот у вас было преимущество перед всеми остальными командами? Так, давай. Потому что у нас был тренер, который придумывал тренировки, всякие комбинации, а все остальные тренера, они просто давали пинать мяч, и пинать мячем, и тренировали то, что надо его просто владеть и все. Так. То есть просто ведение. А нам учили комбинационный футбол, и мы комбинациями с помощью этого выиграли. То есть тренер и тренировки, по сути. Так. Мне кажется, мы выиграли из-за того, что мы научились играть в комбинационный футбол, и из-за того, что все команды от вратаря идет подача к нашим воротам, у нас крепкая защита, которая может это брать, а мы играем в комбинационный футбол. Ага. Из-за того, что мы играем в пас, мы можем, вот если, как некоторые команды идут на одного игрока 4 игрока, мы можем одним пасом разрезать всю команду. Отлично, так. И ты как думаешь? Если бы на нас бы тренер накричал, то мы бы вряд ли все выиграли бы. Да, так обычно и происходит. Ладно, ребят, спасибо вам большое. Так, ребят, я вас поздравляю с тем, что вы стали чемпионами. Вас уже много раз, конечно, поздравили, лишним не будет. Знаете, скажите мне, что вы можете пожелать своей команде? Вот на следующий сезон или, может, еще на следующий. Когда у меня была команда, я желал просто, чтобы мы продолжали вместе играть, допустим. Потому что мне нравилось играть со своими пацанами. А вот у вас как? Удачи. Чтобы вы лучше играли в следующем году. Еще лучше. Ну-ка, нет предела, да, потому что? Так. Постоянно выигрывали. Чтобы ваша серия без поражений замечательная не прерывалась. Продолжалась, так. Чтобы также продолжали хорошо играть в футбол. Так, окей. Назовите вашего футбольного кумира. То есть, и давайте сразу, кроме Роналду и кроме Месси. Кроме этих игроков. Да. Неймар. Неймар. Окей, так, у тебя? Мбаппе. Дибала. Хорошо, а назовите команды, за которые вы болеете. Манчестер Сити. Манчестер Сити, так, у тебя? Манчестер Сити. Ювентус. Ну, да, в общем-то, было ожидаемо. Назовите, представьте, то есть, что ваша команда любимая, допустим, Манчестер Сити, да, назови соперника, против которого ты хотел бы посмотреть, как они играют, и ты на этом матче представь, что ты присутствуешь. На Ювентусе. То есть Манчестер Сити против Ювентуса, ты бы хотел бы это посмотреть вживую. Как ты думаешь, как бы они сыграли? Ну, я думаю, ничью. В ничью, ну там 2-2, к примеру. Так, а у тебя как? Барселона. Манчестер Сити против Барселоны. И как бы они сыграли бы, по-твоему? Ну, тоже, наверное, ничью. Так, а ты как думаешь? Ювентус против... Манчестер Сити. То есть Ювентус против Манчестер Сити. Манчестер Сити бы победил 3-2. Хорошо, мы сделаем эту ставку. Так, смотрите, вы же правила футбола все знаете? Да. И прям новые тоже, что можно в коробке принимать, ну, естественно. Да. А вот смотри, знаете, да, вот правила меняются, то есть они вот поменялись. То есть потому что раньше нельзя было в коробке принимать мяч, к примеру. Если бы вы могли бы поменять правила в футболе, какие бы вы изменили бы правила? Вы пока еще не знаете, что такое офсайд, да? Но не играете с офсайдами. А вы с офсайдами играете? Вот, к примеру, там, типа, отменить офсайды. То есть, любое абстрактное. Что бы вот вы изменили бы? Какие бы правила? Вместо угловых ауты. То есть, что рукой вместо углового. Так, у тебя как? Вместо штрафных пенальти. То есть, любой фол, то есть, поле, фол здесь, пенальти в эти ворота, типа. А ты хитрец прямо. Так. Чтобы штрафной пробивал вратарь. Обязательно. А у вас у Мартина хороший удар?
Нет, потому что вратаря плюс то, что он должен выбивать далеко, то есть плюс, что он ударит. Чтобы он голы забил. Чтобы было не обидно, да? Ну или чтобы любой пенальти должен был вратарь бить, да? Так, ну и давайте последний вопрос. Назовите самый яркий момент за весь чемпионат, который вот у вас был. Вот самый-самый, вот что вам больше всего вот прям вот впало в душу, что запомнилось? Вот я думаю, таких моментов много, но вот самое-самое яркое, как вы думаете? Как я забил с центра поля. А, твой этот гол, да, вот этот, который за шиворот вратарю. Блин, классно было, да, реально. Так, а у тебя? Забил головой тебя. Головой. В таком возрасте головой редко забивают. Ну, это реально круто. Так, а у тебя? Когда я первый раз стал игроком, лучшим игроком матча. А у вас игрок матча каждый матч? Ага. Так, ну что, спасибо, ребят. Позовите следующих троих, окей? Тогда. Спасибо. Значит, так, что у вас самое любимое на тренировках? Самое любимое упражнение на тренировке? Я думаю, у каждого оно свое. Мое самое любимое упражнение на тренировке, когда мы играем в квадрат. На удержание мяча, то есть, да? Угу. Так. Мое самое любимое упражнение это уходить внешней стороной стопы левой ногой и давать левой пол. А ты левша, я так понимаю. А правой как играешь? Ну, тоже хорошо. Тоже хорошо. Ну, давай. Мое любимое упражнение играть с собачкой. Квадрат. Ну, то есть, тоже квадрат. Дай, мама, иди, играть. А вы в одно касание играете, в два касания? Ну, в квадрат когда? Когда как? Говорят два, потом один. Если мы справляемся. И в одно касание вы прям хорошо умеете играть? Ну, да. Молодцы, вы прям Барселона? С какой бы командой, с топовой, вот, ну, те, которые вот по телеку показывают, с какой бы командой вы бы хотели бы сыграть? Ну, представьте, что, ну, то есть, у Барселоны, у Реала, у Челси, у Манчестер Юнайтед, у них у всех есть академии, у всех есть команды вашего возраста. Вот представьте, с какой бы командой вы бы хотели бы сыграть? Я бы хотел сыграть с Ювентусом. С Ювентусом. Я бы хотел бы сыграть с ПСЖ. Так. Я бы хотел сыграть с Манчестер Сити. Так, а объяснить свой выбор сможете? Потому что ты болеешь за Ювентус, ты за Барселону, ты за Манчестер Сити. И я за ПСЖ. За ПСЖ болеешь? Да. А, ну да, твой любимый игрок Мбаппе, да? Ну да. Ага. Почему я болею за Ювентус? Потому что мне очень нравится Криштиану Роналдо. И мне нравится очень сильно состав Ювентуса. Так, а у тебя? Мне нравится Манчестер Сити, потому что у них мяч всегда под контролем. И Пеп Гвардиола тебе тоже очень-очень нравится. Так, а скажите, у вас какая-нибудь футбольная мечта есть? Да. Так, ну, расскажите чуть-чуть тогда, ну, то есть, какая, ну, давай. Выиграть Лигу Чемпионов. Выиграть Лигу Чемпионов. Так, у У тебя? меня получить золотой мяч. А у тебя? У меня выиграть Лигу Чемпионов. И получить золотой мяч, да? Одновременно. У вас очень хорошие аппетиты. Да. Как вот вы думаете, за прошедший чемпионат, кто был самым сильным соперником? С кем была самая сложная игра? Мне кажется, С Мардо? С Мардо. С Пярно. С Пярно. На выезде. Там, в Пярно. Но у них там, да, сложновато бывает. Так. И еще один вопрос, последний. Вот, знаете, да, сейчас правила в футболе меняются чуть ли не каждый год. Там недавно рука в атаке, любая рука в атаке, это как бы фол считается, да? Или там, что защитник может принимать мяч в коробке. Это тоже недавно ввели. Вот какие бы правила в футболе вы бы изменили, если бы у вас была бы такая возможность? Так. Гостевые голы. Отменил бы гостевые голы как бы полностью. Так. Я тоже хотела отменить гостевые голы. А вы столкнулись, что ли, с этим? Ну, типа, что вам... Ну да, ну это как ты
это непонятно. Потому что кто в гостях, они забивают, и у них за 2. Вроде За бы 2 считается. выиграете, но вы не проходите. То, что вы из себя пропустили слишком много. Ну, грубо говоря, вы сыграли первый матч у себя дома 1-1, а второй сыграли 2-2 на выезде. И да, и получается, что команда прошла. Так. Что выездной гол. Мне нравится, потому что, например, вот в прошлом году Сити 4-3 выиграла, а они не попали дальше. Ну, в принципе, логично. Ладно, ребят, спасибо вам большое. Позовите тогда следующих троих. Удачи вам в следующем сезоне. Так, ребят, назовите мне своих футбольных кумиров, но кроме Месси и кроме Роналду. Кто вам вот нравится из игроков? Можно и из живых, можно из тех, кто когда-то давно играл, если ты таких назовешь. Ну, Пеле живой еще. Ну, окей, Пеле. Так, у тебя? Мануэль Нойер. Нойер. Уже я слышал сегодня такую фамилию, так? Кай Хаверс. Как? Кай Хаверс. Кай Хаверс, ничего себе, молодая звезда, который в Челси сейчас перешел. Так, а назовите мне тогда свои любимые команды. Я попробую. У тебя Челси, наверное? 50 на 50, так с Манчестер Сити. Вам... Я просто так понял, что вам многим нравится Манчестер Сити, да? Потому что вам многим, наверное, нравится играть и владеть мячом. Как Пеп Гвардиола ставит свой футбол, и вам импонирует такой футбол, да? Так, Манчестер Сити, у тебя как? Манчестер Сити. У тебя? Ювентус. Да, вы знаете, обычно вот, ну, из 3 человек 2 отвечают Манчестер Сити, и один, почему-то тут слева всегда, отвечает Ювентус. И у вас, я так понял, в команде, да, типа там 4 человека за Ювентус болеют, остальные за Манчестер Сити, большинство, да? Так, скажите, за что вы вообще любите футбол? Почему вы пошли именно на футбол? Что вам дает футбол? Какие ощущения он вам дает? Ощущение приятно забивать гол. Или отдать хороший пас, А что лучше? Что лучше, забить гол самому или отдать пас, с которого... Или отдать голевой пас? ну, приятнее заинтересовать. Забить самому приятнее. А что лучше, забить 1 гол или отдать 3 голевых паса? Так, а у тебя? То, что ты, например, можешь спасти всю команду, и тебя за это хвалят. Ты можешь отдать хороший пас, тебя за это хвалят. Ты можешь отдать плохой пас, потом это исправить. Так, а у тебя? Ну что, вот можно начать играть намного больше уровней, на большом уровне. И можно показать себя вот во всей стране, как Роналду там и Месси. Так, вот ты про уровень сказал, как раз вот я хотел задать вам вопрос. У вас есть футбольная мечта какая-нибудь? Так, у всех есть. Ну, поделитесь тогда, какая у тебя футбольная мечта? Мечта играть на тот момент хорошим, Не обязательно там, да, топ-клуб, типа, но сойдет какая-нибудь Боруссия, там, Дортмунд или Боруссия Мönchengladbach, типа, но это же тоже очень круто. Там, Аякс какой-нибудь там, например. Вот. А у тебя какая футбольная мечта? Стать профессиональным футболистом. Просто профессиональным футболистом получать деньги за любимое дело. То есть играть в футбол и получать за это большие деньги. Не только большие, но стать профессиональным футболистом, играть в топ-клубе, любом. В топ-клубе играть. В Англии? Да, спросил Англия. В Англии. Так, а у тебя? Сыграть в сборной Эстонии и разные клубы. Манчестер Сити, Барселона, Реал Мадрид. Что вы готовы для этого сделать? Все. Чтобы ваша футбольная мечта осуществилась, вы готовы все сделать.
А что важнее, футбол или деньги? Так, сейчас. У вас есть какой-нибудь самый яркий момент, который вот вы запомнили за весь чемпионат? Вот самое яркое, что вы запомнили? У вас у каждого, я думаю, да, найдется? Не обязательно свой. Это может быть там момент команды, чей-то другой там момент. Кто-нибудь в подкат красиво пошел, кто-то кого-то срубил. Ну, допустим, да? Там, или кто-то под кого-то там подкатился, кто-то забил через себя. Ну, неважно. В общем, какой у вас самый-самый яркий, запоминающийся момент? На саф-картном турнире, когда мы играли против Прокуратарус, и я закинул ножницами и открыл счет в этом матче. В финале? Да. Прям как Бейл. Ну, когда-то там. Так, а ты? Спас всю команду в самой важной игре. Я думаю, для вратаря это очень многого стоит. И эти ощущения, я примерно представляю, что это такое. Так, а у тебя? Мне очень запомнился гол Арсения. Очень красиво, далеко прошел. С центра поля, когда за шиворот вратаря? Угу. И последний вопрос. Скажите, кто, на ваш взгляд, вот с какой командой вы бы хотели бы сыграть? Вот представьте, ваша команда FC Таллин и вот команда абсолютно любая в мире, потому что у Реала, у Барселоны, у Челси, у Ювентуса, у них у всех есть команды вашего возраста. Вот с какой бы из команд в мире вы бы хотели бы сыграть? Вот представьте, ваша команда, вот ваша, против вот кого? Либо против амстердамского Аякса, либо, наверное, против Реала. На выезде, естественно, да? Зачем здесь играть, если можно поехать туда, да? В теплую Испанию, к примеру, да, на пляж поваляться где-нибудь в Барселоне. Так, значит, Аякс или Реал Мадрид? Наверное, Реал Мадрид. Так, у тебя? Наверное, пускай будет Ювентус. Против Ювентуса. А у кого бы хотел бы взять автограф из Ювентуса? Так. С Баварией. С Баварией. Не боишься? Вообще. Правильно. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Позовите следующих троих. И удачи вам в следующем. Так, привет. Слушай, назови своего футбольного кумира. Кроме Месси и кроме Роналдо. Кроме. Я так понимаю, Месси, да? Мне кажется, Холланд. Эрлинг Холланд, который в Боруссии сейчас играет, разрывает вообще. Просто забивает уйму. Очень много голов. Хочешь быть похожим на него? Тебе нравится, как он играет? Тебе нравится его стиль, что он, у него голевое чутье какое-то вообще нереальное. Да, потому что если ты решил Боруссию Дортмунд, ты уже столько забил. А как ты относишься, вот смотри, он же перешел из Red Bull Зальцбурга в Боруссию Дортмунд, да? Вот ты бы на его месте перешел бы в клуб покруче, типа Барселоны, там его же звали, и в Барселону, и в Реал, и куда только не звали, и в Баварию там, а он перешел в Боруссию, в клуб как бы, не самый, скажем, топовый. Как бы ты на его месте поступил бы? Вот если у тебя есть выбор Реал, Бавария, Барселона, но ты переходишь в Боруссию, ты бы поступил бы точно так же? Нет, ты бы в Баварию перешел бы. Да, я бы тоже на твоем месте. Какая у тебя любимая команда? За кого болеешь? За Ювентус? А любимый игрок Эрлинг Холланд. И даже не Пауло Дибала. Мне ПСЖ нравится. Мбаппе, Неймар, там, Ди Мария, да, вот эти вот ребята.
А ты в России за кого-нибудь болеешь? России нет. За «Зенит»? Дзюба? Я за Азма. Да. У тебя есть футбольная мечта? Вот назови ее. Какая у тебя футбольная мечта? Получить золотой мяч. Золотой мяч хочешь? Или золотой мяч. Ну, у тебя все шансы, потому что золотые мячи, как правило, достаются нападающим. Так что вперед, вперед. За что вообще ты любишь футбол? Я люблю футбол. Я люблю футбол за то, что... Что он тебе, наверное, тебе какие-то эмоции дает, да, положительные? Вот. Какие именно? Ну, что там... Что, например, я раньше смотрела там баскетбол или волейбол. Так. Там все играют руками. А футбол — это такая игра, там, где играют ногами. Мяч легче отобрать. В баскетболе как мяч там, типа, можно отобрать? Ну. Там, мне кажется, посложнее правила, потому что когда мне папа объяснил, какие правила, там... Пробежка там, да? Ну да, там руками вообще нельзя играть. Ну, все можно играть, кроме рук, и я решил попробовать. И понравилось. Ага. Ну, а то, что там можно с друзьями ты видишься, с партнерами по команде. Я так вижу, у вас такая достаточно сплоченная команда. Вот. Так, смотри, с какой бы командой ты бы хотел бы, чтобы ваша команда, вот FC Talent, сыграла бы? С любой. Вот, ну, Реал Мадрид есть тоже вот команда 10-летних пацанов, таких же, как и вы. Есть Реал Мадрид, есть Барселона, есть Челси, Бавария, Аякс. С кем бы тебе было бы интереснее всего сыграть? Вот, ну, Барселона. против Барселоны. Раскатать Барселону хотелось бы. Там, на Камп Ноу прямо. Да, было бы, наверное, очень круто. И смотри, с кем бы из топ-футболистов ты бы хотел бы встретиться? Вот представь, у тебя есть возможность встретиться с любым топ-футболистом, с любым из тех, вот, кого на телеке показывают, вообще с любым. С кем бы ты хотел встретиться? С Неймаром. С Неймаром? А что бы ты у него спросил? Представь, что есть переводчик, и ты можешь у него спросить любой вопрос. Как стать таким же? Ты так хорошо играешь. Как ты делаешь такие финты? Как ведешь такой Инстаграм? Забиваешь голы. Как забиваешь голы, да? И вы мне еще спрашивали вопросы, с какой командой хотели сыграть, там, или с Ливерпулем, или с Барселоной. С Ливерпулем тоже. А с Юргеном Клопом хотелось бы тебе познакомиться? А хотелось бы, чтобы Юрген Клоп провел бы у тебя тренировку у вашей команды? Да, прикольно было бы. А какое тебе занятие на тренировке больше всего нравится? В Пакистане. А? В Пакистане Да, здесь. Здесь, на земле. мне нравится квадрат. В касание в 2? В 2. В касание тяжело. Ну да. Но если маленький квадрат, то еще тяжелее. Если больше, то тяжелее. Смотри, сейчас в футболе активно меняется правило, да? Ну, то есть сейчас рука в нападении, это сразу свистят, это фол. Ну, любая рука, то есть случайно попала, это сразу свистят. Вот если бы у тебя была бы возможность поменять правила, что бы ты поменял в футболе? Какие бы правила ты поменял? Что-то отменил бы, может быть, наоборот, что-то добавил бы, не знаю, там. Любое. К примеру, там, я не знаю, отменил бы красные карточки. Тогда мы все бы играли бы жестко. Все бы рубили бы. По ногам бы лупили бы, да? Ну вот могу так сказать, вот, ребята до тебя там говорили, чтобы любой штрафной превращался в пенальти автоматически. Ну, я бы хотела изменить, чтобы не было... Офсайдов? Нет. Ну, есть судья и его помощники, они за пределами поля с флажками. Лайнсмены. Да, они следят за офсайдом. Так. И я как нападающий иногда в офсайде. Ага. И я хочу, чтобы чтобы они, может, и были, но чтобы запретили офсайд. Чтобы
запретили офсайд. Что, запретили офсайды? Да. Ага. Ну, чтобы ты мог быть вот прям перед вратарем, принимать мяч и как бы... Ну, потому что когда там еще есть офсайд, там совсем буквально чуть-чуть, и когда ты забиваешь, это так обидно. Обидно, потому что он поднимает флажок и гола нет, да? Да. Ну и чтобы ты... Последний вопрос. Что бы ты посоветовал бы своему тренеру? Всем тренерам. Ну, так, абсолютно вот любое. Я не знаю, чтобы меньше кричал, чтобы меньше орал, чтобы был там, ну, более спокойный. Или там, наоборот, чтобы был более там энергичный. Чтобы другие занятия на тренировках, чтобы другие задания были, там, чтобы кроме квадрата что-то было там еще интересное. Мне нравится задание на тренировку, ну, например, когда мы играем в футбол тренировку, ну, или даже в игре, ну, на турнире, там, в чемпионате, кого-то очень жестко палят, и тренер, ну, он говорит, что Играем. поднимайся, Да, играем. А тебе больно, а против тебя свалили. Хочется, чтобы более как-то внимательно относился к тому, чтобы на тренировках, чтобы без грубости было. Тем более свои против своих, да? Ну, да. Вполне нормально и логично. Анна, спасибо тебе. Тебя поздравляю с тем, что ты стал бомбардиром таким. Все, спасибо и удачи тебе. Итак, ребят, назовите мне по очереди, кто у вас любимый игрок, ваш футбольный кумир. То есть, но давайте договоримся, кроме Месси и кроме Роналду. Да, вот так вот надо, немножко потяжелее так. Давид де Хеа. Давид де Хеа, отлично. Неймар. Пуйоль. Пуйоль. Вау, ничего себе так. Томас Мюллер. Томас Мюллер. Ух ты. Я 25-й. А, Мбаппе. Мбаппе. Ага. А тогда назовите ваши любимые футбольные клубы. Ювентус. Я сегодня чаще всего слышу Манчестер Сити и Ювентус. Вот у ребят. Давайте. Интересно, за что молодые сейчас болеют? Так, а у тебя? Барселона. Барселона, у тебя? Давай, ну, из топ-5 чемпионатов. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Ювентус. Ювентус. Так, а с какой бы командой вы бы хотели бы сыграть? Вот представьте, вот у всех команд, которые вы назвали, у них у всех есть команды вашего возраста. Ну, то есть там, представьте, что есть Реал Мадрид, 10-летние пацаны бегают, но они играют за Реал Мадрид, как бы. Вот. С кем бы вот вы из такой команды, из таких вот команд хотели бы сыграть? Бавария. И вы бы выиграли у Баварии? Не так, мы бы постарались и выиграли. Ну, конечно, если стараться, то все возможно. С Баварией. Так, а ты? ПСЖ. С ПСЖ хотел бы сыграть. Так, а ты? Я еще не знаю. Ну, Манчестер Сити тоже. с Манче... Так, Я тоже с Баварией хотел. с Баварией. Ты понимаешь, что они очень сильные? А, то есть Манчестер Сити, Бавария, это так, как бы, ну... Да, Лёля. Роналду младший, это вообще топ. Да. Какая у вас футбольная мечта? У всех есть? Футбольная мечта? Все хотят стать профессиональными футболистами? И какая вот у вас, ну, конкретно у каждого футбольная мечта? Я не знаю, там, выиграть золотой мяч, стать лучшим бомбардиром, там, играть в сборной, любое. У тебя вот какая? Стать лучшим бомбардиром в планете. Получить приз Льва Яшина, то есть. Так. Достойно. У тебя? Стать лучшим бомбардиром. Лучшим бомбардиром. Попасть в первый состав Арсенале. Ты прям в ближайшее будущее смотришь, да? Так. У тебя? Я бы хотела играть за Ювентус. Просто за Ювентус играть. А ты? Получить золотой мяч. Так. Смотрите, сейчас в футболе активно меняются правила.
уже нападающим, допустим, нельзя рукой вообще никак сыграть, это сразу свистят, это фол. Это если вот так прижать, это да, нам говорить. Да, это сразу фол. Любая рука в атаке — это фол. Это, типа, вот эти правила недавно ввели. Если бы у вас была бы возможность поменять правила футбольные, что бы вы изменили бы? Что бы вы новое ввели бы? Можно брать в руки от своих. Да, слушай, кстати, да. Это нормальная тема. Брать офсайды. Убрать офсайды. Бесит, потому что, да? Так. Вместо штрафных сделать пенальти. О, это я слышал сегодня уже. Это Саша Валеника. Так. Я бы хотел вместо офсайда, чтобы был пенальти. Вместо офсайда в пенальти? То есть, условно, подожди, ты нападающий, да? Условно, он попадает в офсайд, и вашей команде бьют пенальти за это. Чтобы так было. Большой счет. Какой ты жестокий. Так, а ты как думаешь? Когда аут бросаешь. А, чтобы прыгать, когда аут. Да, это сейчас нельзя. Чтобы сильнее кидать было, да? Так. С кем бы в чемпионате Эстонии вы бы хотели бы сыграть? Кто, по-вашему, самая сильная команда в Эстонии? У меня либо Фора, либо ФЦ Тигр. Тигрит? Какой тебе? Я думаю, Ливадия. Ну, не Ливадия. Именно какой игры? Ну, вообще, в общем, структура как бы. ФЦ Таллин. Так. Какое у вас самое любимое упражнение на тренировках? Что вам больше всего нравится? Квадрат. Квадрат. А вы тренируетесь все вместе, да? Бывает. Я тренируюсь сейчас с первой командой. Там у нас две. Да, я тренируюсь с первой командой. Ты во второй. Не, я тренируюсь именно с первой. Я люблю либо играть в 1-1 или квадрат. Так. А тебе что нравится больше всего? 1 в 1 или квадрат? Так, а тебе? Удары, наверное.